И надо сказать, что фонд достаточно разнообразный, большой фонд. Единиц хранения 679, то есть почти 700 единиц хранения, остальных документов гораздо больше. Поступило к нам от родственников, и пользуясь случаем, я хотела бы присутствующим здесь сказать о том, что архивы, государственные архивы, как современной истории, так и исторические архивы, с удовольствием принимают документы к себе на хранение из личных служб. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь сдавать документы в архив. Они все представляют большую историческую ценность. Сегодня мы с вами говорим о Семене Матвеевиче Исакове. Честно говоря, в таком представительном собрании у меня я очень волнуюсь, потому что, честно говоря, я думаю, что из здесь присутствующих гораздо больше знают о Семене Матвеевиче, чем я. Поэтому мне только остается демонстрировать документы, которые хранятся в нашем архиве. А именно, например, фотографии из его школьного периода. Мне особо нравится эта фотография Семена Матвеевича, обратите на него внимание. Такой высокий, очень красивый мужчина, уже в школьные годы. Такой, я бы сказала, даже вижу он в кепке. Свидетельство об окончании начальной школы. Или, например, вот эта фотография, которая показывает его уже в комсомольском активе. После школы Семен Матвеевич поступил на обязательные курсы в Свияжске, а потом в институт юридический уже в Казани. В Казани он не только хорошо учился, но и вел очень активную комсомольскую деятельность, которая, конечно, ему помогла вступить уже потом позже в партию. Здесь на первой части нашей экспозиции представлены в основном документы до приезда в Чебоксар. После окончания юридического института в Казани Семен Матвеевич поступил в аспирантуру как очень перспективный студент. Но в аспирантуре он учился совсем недолго, потому что был отозван для учебы в партшколе. Партшкола сделала экстренный, так сказать, досрочный выпуск с началом войны. По личному приказу Сталина 30 человек, среди них Семен Матвеевич, были выпущены из партшколы и оставлены в тылу для работы в партийной сфере. Семен Матвеевич приехал в Чебоксар в 1939 году и приступил к работе. И я думаю, что, опять же, вы лучше меня знаете, что в 1943 году там в город был эвакуирован электроаппаратный завод, ныне называющийся электроаппаратный завод. И, конечно, партийные и руководители республики вообще дневали и ночевали буквально у станков вместе с рабочими, потому что поднять такую махину и поставить на промышленные рельсы было достаточно сложно. Среди них как раз был и Семен Матвеевич Исаков, и в военные годы помогли ему набраться большого опыта, который, конечно же, в будущем очень сильно пригодится. Прошедшие войну, без сомнения, были достойными руководителями. В ноябре того же года он был первым секретарем Чувашского обкома, где проработал до 1968 года. Годы работы Семена Матвеевича были временем небывалого расцвета Чувашского края. Республика сделала колоссальный рост в экономическом развитии, и прежде всего, конечно, в сельском хозяйстве. Были достигнуты небывалые успехи в животноводстве, построены крупные комплексы за счет внедрения новых агротехнических. Мы должны каждого нашего ветерана помнить и надеяться, наверное,
нашего Семена Матвеевича Исюкова, одного из самых достойнейших сыновей чувашского народа. Семен Матвеевич родился в чувашской деревне Республики Татарстан. Вот эта благодатная земля дала таких выдающихся личностей. Но вот здесь, в этой же деревне, родился Иван Яковлевич Яковлев, просветитель чувашского народа, и Сибирский, который основал школу, чувашскую школу, и который стал впоследствии центром чувашской культуры. Александр Егорович Алгат, ну и Максима Прошкин. Вот это такая благодатная семья у нас. И в Совете выходцев Татарстана, ныне работающих здесь, это Николай Чугасов, есть и Александр Николаевич. Александр Николаевич не видно, руководитель секретариата, Александр Николаевич тоже выходцы Татарстана, но они настоящие чуваши, настоящие патриоты своей малой родины и своего языка. Если что касается Семена Матвеевича, он всю жизнь посвятил служению чувашскому народу, служению республики. На выставке из стенды здесь мы посмотрели путь пройденный патриотом нашей республики. Семен Матвеевич, его подвижники, я хочу сказать, в том числе и вы здесь присутствующие наши ветераны, заложили прочный фундамент экономики Чувашской республики. Я хочу сказать, прочный крепкий фундамент, который нынешним поколением должны развивать, и этот фундамент мы видим, что ни трещин не давал, крепкий фундамент. Это говорит о том, что в годы войны Чувашская республика, можно сказать, окрепла, стала из аграрной республики аграрно-производственной республики. Электроаппаратный завод, Харьковский электромеханический завод, Ленинградский электромеханический завод создан как раз в 1941 году, в декабре месяце, как раз начал давать продукцию. Производственные объединения имени Василия Ивановича Чапаева. Первую продукцию начал давать в годы войны. Ну и Аккорд фабрика. Если подумать, не на сладостей в годы войны, а фабрика Аккорд в 1943 году создана Чувашской республикой. Ну и многие предприятия. Электроаппаратный завод вообще дал толчок к развитию электротехнического класса. Выходцы другие заводы. И специалисты вышли с электроаппаратного завода. И здесь, конечно же, большая роль и Семена Матвеевича в становлении этих предприятий. Вчера буквально отметили 555-летие нашего легендарного завода, акционерного научно-производственного предприятия «Элара». Именно Глеба Андреевича Ильенко. 55 лет завода. И как раз здесь роль Семена Матвеевича большая. Ну и посмотреть и другие заводы. Если концерн тракторный завод создавался, и мощнейшие, крупнейшие в России и Советском Союзе тракторные, они как-то утратили основная часть завода. Наш завод сохранился. Александр Иванович Титов также является генеральным директором тракторного завода. Он говорит, мы сейчас ремонтную базу, сервисное обслуживание. Это, конечно же, радует. Мы сейчас говорим, что более 30 предприятий электротехнического класса у нас работает в Чувашии, не только электроаппаратный завод. Ну и, конечно же, эти заводы создавались в послевоенные годы, 50-е, 60-е, 70-е годы. И, конечно,
его роль, его заслуга здесь, можно сказать, большая. И если посмотреть биографию, и он был и председателем кабинета министров, первым секретарем обкома КПСС. Ну и в течение 17 лет был председателем Верховного Совета Чувашской ССР. Президиума. Да, президиума Верховного Совета. И, конечно же, это очень важно. После того, как он вышел на пенсию, он тоже продолжал активно заниматься общественной работой. И он, если до этого говорить, 35 лет избирался членом бюро Чувашского обкома КПСС. Кандидатом в члены ЦК КПСС. Избирался делегатом 7 съездов партии. Таких, наверное, вот надо посмотреть. Нету, да. Всего 7 съездов. Не надо даже. Да. Это точно. 7 съездов партии. И, конечно же, тот период, который он прошел, и он и диссертацию защитил, кандидат юридических наук. Ну и, конечно, многогранным был человеком, талантливым человеком был. И, конечно же, память о нем всегда мы должны сохранять. Он почетный гражданин города Чебоксары. В северо-западном микрорайоне улица Семена Матвеевича Ислякова. Одна из улиц, таких благоустроенных улиц, которые выходят на набережную реки Волга. Это тоже, конечно, для нас важно память о нем. Я думаю, что наши школьники, внуки и дети должны помнить, кто Семен Матвеевич Исляков. Я хочу сказать, у меня дети живут там как раз на улице Ислякова, и всегда память на них с благодарностью. Я как-то рассказал, кто был Семен Матвеевич, они всегда с гордостью говорят, мы живем на улице Ислякова. И, конечно же, в культурной сфере и театр Чувашской драмтеатра. Здесь вот когда Семен Матвеевич. Важно, Чувашский государственный университет создавался, наше ведущее учебное заведение. Филармония, дворцы культуры, предприятий. Конечно же, я же буду многогранно. Ну и заслуги достойно было отмечено. Орден Ленина, Октябрьской революции. 3 ордена Трудового Красного Знамени, Орден Дружбы, знак почета и многие медали. Он занесен в книгу «Трудовой славы и героизма Чувашской ССР». Тогда это очень почетно было. Ну и я уже отметил почетный гражданин города Чебоксары. Он прожил, наверное, вот такой славный путь к служению чувашскому народу, служению нашей республики. И вот Стент не зря вот счастье служить народу. Действительно, я считаю, что он был счастливым человеком, свою жизнь посвятил служению народу, служению нашей республики. И, конечно же, тот талант он дал, наверное, его талант как руководитель, его талант как человека, как человечного человека, как тот человек, наверное, кто с ним общался, еще расскажет, что действительно из архивных документов мы все знаем. Мы знаем только сейчас то, что со слов соратников. Но я только положительного опыта, только на самом человечном человеке, который жил, руководил и творил на благо Чувашской республики. Я, наверное, слово хочу представить. Ролик не точно, да. Пожалуйста. Исляков Семен Матвеевич, государственный, партийный и общественный деятель, почетный гражданин города Чебоксары, отмечен различными наградами. Его именем названа улица в
Чувашии пришелся именно на годы работы Семена Исулькова. На многих крупных предприятиях, которые и сегодня являются гордостью республики, развернулись работы по реконструкции или расширению. Но лицом его стараний, конечно, стало строительство Чебоксарской ГЭС и флагмана российского тракторостроения завода промышленных тракторов. Как позже признался сам Семен Матвеевич, ради промтрактора он положил все свое здоровье. Меня говорят, что тут лает, что завод промтрактор что-то тащил. А смотрите, говорит, какой сейчас завод стал. Покажите еще, какой завод был, прекрасный завод. Сколько в республике людей трудоустраивается, или сколько людей работает. Поэтому внимание его было очень такое, к людям доброжелательное. Я даже не знаю, когда он был столько человек душа. Семен Матвеевич думал не только о промышленном развитии республики, но и о культуре. Почти все главные театры Чувашии появились благодаря его упорству и настойчивости. Чувашский драматический театр, Русский драматический театр, театр оперы и балета. Также огромная заслуга Исулькова в открытии Чувашского государственного университета. Как за несколько десятков лет Семену Матвеевичу удалось реализовать столько грандиозных проектов, представить сегодня трудно. При этом он был человек невероятной скромности и открытости. Он без шума, без крика, но сумел людей организовать. Я не знаю, откуда у него столько ума набралось. Может быть, действительно он Богом создан. Не знаю. Он очень это за республику болел. Дорогие друзья, я коротко хочу, почему именно мы здесь собрались. Во-первых, это здание администрации города. Здесь был горком партии. Буквально на втором этаже. Здесь, да. На той стороне, да. На втором этаже, горком. Но это знаковое место. Здесь мы открыли его как предвыборный штаб Владимира Владимировича Путина. Вот здесь, вот это в 24 году здесь был, но мы решили здесь собрать. Мы штаб трансформировали мы как штаб общественной поддержки Единой России. Здесь располагаются 2 общественные приемы, мероприятия. Руководит вот этой штабом общественной поддержки Андрей Евгеньевич Макушев. Ректор нашей академии. Я сегодня хочу выразить благодарность инициаторам организации этой встречи. Александру Петровичу Самбусину. Они там, последние 2-3 месяца, может и раньше, они готовились, они собирали. Ну и, конечно же, Чувашскому государственному историческому архиву, директор Галина Васильевна Ермакова. Большой архивный материал. Я думаю, что этот материал только будет пополняться. Наше сотрудничество с архивами двумя. Ну и следующий Государственный архив современной истории. Государственный архив современной истории Козеева Светлана Александровна. И, конечно же, мы, Госсовет, сотрудничает с архивами уже плодотворно и тесно. Мы провели 85-летие Верховного Совета. Круглый стол был в Чувашском государственном университете. Также 30-летие Государственного совета КАУСА провели. И, конечно, здесь большие материалы были представлены. Я думаю, что сегодня же выставка Семена Матвеевича. Но я думаю, что регулярно такие выставки в стенах Государственного совета будут проводить. А сейчас я слово хочу представить Макушеву Андрею Евгеньевичу, руководителю штаба общественной поддержки Единой России, ну и ректору нашего университета, аграрного университета. Под руководством Андрея Евгеньевича наш университет десятки лучших, а может сейчас уже там десятки, да, может первые 5
с каждым годом они прибавляют рейтинг. Наш аграрный вуз, и здесь тоже большая заслуга Андрея Евгеньевича, потому что аграрный вуз с ногу со временем не отстает. Новые технологии, новые, значит, можно сказать, направления. И, конечно же, и здесь, да, конечно, можно представить. Андрей Ильич, пожалуйста, вопрос. Уважаемый Леонид Ильич, уважаемые ветераны, коллеги. Ну, на самом деле, я считаю, что сегодня на данной площадке проходит очень важное событие. Причем важное событие для меня. Если бы мы в своей работе тесно не взаимодействовали бы с ветеранами, аграриями, нашими старшими товарищами, нашими учителями, честно говоря, лет 7 назад и я бы, если бы речь зашла о Семене Матвеевиче Стрелкове, ассоциировал бы его фамилию только с наименованием улицы. Ну, как, если честно. Благодаря тому, что с ветеранами мы находимся в постоянном контакте, я хотя бы в общих чертах уже, например, на тот момент представлял для себя вклад Семена Матвеевича Стрелкова не просто в развитие города, республики, но и в целом в масштабе государственной деятельности. Выставка, которую сегодня очень, на мой взгляд, здорово разместили, совершенно отличным образом организовали. Для меня открыло, конечно, Семен Матвеевич каких-то новых направлений. Ветераны мне не рассказывали, что философ Семен Матвеевич появилось, до этого не развито было, что, значит, сельское хозяйство республики, значит, развивалось очень динамично. А вы меня знаете? Я говорю, Илья Павлович, конечно, кто вас не знает? Вот многие не здороваются, не знают, Илья Павлович говорит. Вот мне как-то, я говорю, Илья Павлович, таким настроением, пойдемте ко мне в кабинет. Я даже, по-моему, совещание время. Чай попили с ним, посидели. Такой подушевленный там, долго сидели. Такой патриот, такой энергии еще. Говорю, после этого, мы там, я помню, это было весной, на День города, мы его сделали почетным гражданином города Чебоксары. Вот после вот этой встречи сподвигло. Пошли поздравлять. Да, и пошли потом поздравлять каждый раз Илья Павловича. Илья Павлович потом мне сказал, Леонид Ильич, вы мне продлили жизнь. Потому что вот со мной тоже начали здороваться, потому что он почетный гражданин в городе, мы о нем начали говорить, печатать. И когда напечатали в газете «Единая Россия», он удивился. Леонид Ильич говорит, спасибо вам. Хотя я, говорит, убежденный. Да. Коммунист, да. И, ну, когда напечатали, мы это говорили, я говорю, не том, заслужили, весь, во всех газетах должны печататься. Он говорит, спасибо. Многие это, ну, говорит, полностью вот это, поддерживают вашу политику, которая тогда проводилась в городе. Он реально поддерживал, реально большой авторитет. И Иван Иванович правда говорит, до последнего мы его ходили, поздравляли уже даже когда дома домой. Потому что сами прониклись к нему с уважением. Вот я помню, Петр Митрофанович вот, всегда приходил о ветеранах. Я помню, он 2 января стоит в администрации города. А я там 2 января, Петр Митрофанович, никого нет. Вот я думаю, вдруг Леонид Ильич придет на работу. Вот стоит же, а вдруг оказался это и вопросом, или болеть за своих коллег, которые работали. Вот я после этого Петр Митрофанович очень уважаю в плане того, что, наверное, может, не дозвонились, я сам за рулем в машине ездил в выходной день, и Петр Митрофанович, может, супругу сказал дома, что я на работу поехал, вот я же не помню. И поэтому, вот, коллеги, я вот очень благодарен, давайте вот так сотрудничать, работать. Вот сейчас тоже Александр Петрович и Петр Митрофанович пришли, наверное, еще на более высоком уровне надо было провести эти мероприятия, но у нас все впереди будем проводить. Можно каждый год такие мероприятия проводить с новой информацией. Но самое главное, Андрей Евгеньевич сказал, что мы молодежь должны вовлечь, рассказывать о этом.
в школах рассказываете, как ваша республика развивалась, становилась. Ну давайте сейчас видеоролик, да, посмотрим. Видеоролик. Чему он рассказывал, конечно, про свою юность. Он рассказывал, что ему хотелось признаться в одном. Но Случайная племянница. не признали, а отправили в нашу республику и сказали, что ты там не дойдешь сам. В августе 1941 года Семен Матвеевич прибыл в Чебоксары. С этого времени вся его дальнейшая жизнь и деятельность были посвящены делу развития экономики и культуры Чувашской АССР. Чуваши направил на фронт тысячи сыновей и дочерей. За годы Великой Отечественной войны в республике подготовили более 75,5 тысяч бойцов, в том числе 13 658 снайперов, минометчиков, пулеметчиков, истребителей танков, многие из которых также пали смертью храбрых на поле боя. Крупные промышленные предприятия перестраивались для нужд фронта, трудящиеся работали в несколько смен. Вот, Семен Матвеевич, будучи в комитете партии, очень долго этим занимался. 28 предприятий было направлено на эвакуирование из прифронтовых районов людей сюда, в Чебоксары. Но часть там цехов планировался предприятия разместили, а практически в ходе этих цехов, приехавших, эвакуированы из города, сформировались новые заводы, новые предприятия. Электроаппаратный завод, Новоземельцев, Харьковского завода, электроаппаратный завод, потом ткацкая фабрика, предельная фабрика, обувная, табачная фабрика, целое предприятие. В 1943 году в Чебоксары был инаугурирован Харьковский электромеханический завод. Запустить сложное производство на новом месте было равносильно подвигу. Огромная тяжесть легла на плечи тогдашних руководителей Чувашии, включая и Семена Матвеевича, занимавшего пост секретаря Чебоксарского горкома партии по промышленности. Партийный вожак, которому не было и 30, немало ночевал на стройплощадке. Несмотря на тяжелое положение, ЧАС достиг запланированного объема ежемесячного выпуска и даже перевыполнил его. Однако при выпуске военной продукции возникали и социальные проблемы. Во-первых, это развертывание эвакогоспиталей в городе, несколько эвакогоспиталей. Теперь решение проблем эвакуированных лиц, разные проблемы. Особое внимание, конечно, требовали семьи участников и погибших военнослужащих города Карабахи. Всеми этими, конечно, этим приходится очень активно заниматься. Депутат Верховного Совета Чувашской 10 и 11 созыва. Заместитель председателя кабинета министров, который курировал социальный вопрос. Уважаемые товарищи, хочу отметить, что сегодняшняя наша встреча, безусловно, имеет особое общественное звучание и будет иметь особый общественный резонанс в нашей республике. Это не только потому, что проводится в рамках мероприятий Госсовета Чувашии, но и потому, что отдается дань глубочайшего уважения светлой памяти Семена Матвеевича Ефремова. Оцениваются его заслуги перед нашим народом, перед нашей республикой. И эта проблема получает особое актуальное звучание, когда в условиях, когда республика наша в этом году будет отмечать 105-ю годовщину получения своей государственности, взгляд, ретроспективный взгляд в прошлое, изучение истории имеет особо актуализирует роль и место руководителей первого уровня, а также институтов государственного строительства, государственного управления. Эта проблема сегодня актуализируется и потому, что в рамках вообще масштаба всей страны
проводится целенаправленная работа по поиску, нахождению лидеров для разных отраслей жизни страны, хозяйства страны, экономики, культуры. Это и время героев, например, и другие институты, которые обусловлены тем, что надо учитывать опыт прежних лет и вовлекать в сферу руководства отраслями наиболее талантливых, наиболее способных и преданных своей родине, общему делу людей из числа молодых. С какой бы стороны мы ни подошли к изучению жизненного пути Семена Матвеевича Языкова, везде мы выходим на то, что они посвящены людям. Все участки его посвящены людям. Это забота о людях. Это во благо республики, во благо людей. 44 года только сознательной, юридически оформленной трудовой деятельности посвящены родной республике. Более 44 лет. И если считать, если продолжить, то еще полных 13 на общественных началах. Я думаю, что анализ жизненного пути Семена Матвеевича Языкова мы вправе рассматривать всегда, во все времена, только в тесном единстве с происходившими в республике, в стране, изменениями в сфере общественного развития. Семен Матвеевич был направлен в Чувашию в августе 1941 года, после начала Великой Отечественной войны, и проработал все годы в городе, будучи третьим, потом вторым секретарем городского комитета партии. Он нес большой груз реконструкции всего хозяйства города для изменения ее деятельности, этого хозяйства, изменения деятельности этого хозяйства для пользы фронту. И неудивительно, что к концу 1941 года уже 80% всей промышленной продукции города направлялись на нужды фронта. 28 предприятий промышленной направленности разного назначения, которые прибыли из прифронтовых зон страны, были не только реконструированы, но даже многие вновь, можно сказать, созданы и начинали в считанные месяцы свою производственную деятельность. Неудивительно, что вот как пример электроаппаратный завод в 1943 году 11 месяцев подряд получал переходящее знамя Государственного комитета обороны страны, ВЦСПС и отраслевого министерства. И неудивительно то, что уже в 1944 году коллектив завода был удостоен ордена Трудового Красного Знамени. Я думаю, вполне справедливым будет, если мы скажем, что труд Семена Матвеевича в годы Великой Отечественной войны в городе Чебоксары, он имеет свое достойное место, и в результатах, когда статус города изменился, город трудовой доблести несет это высокое звание, наша столица. Здесь есть и доля большого вклада как руководителя города Семена Матвеевича Языкова. В 1947 году Семен Матвеевич избирается секретарем Чувашского обкома партии по идеологии. Обучается в Академии общественных наук при Центральном комитете партии. Защищает диссертации на получение ученого звания кандидата юридических наук и продолжает свою деятельность в республике. В 1955 году, в начале года, его назначают председателем Совета министров Чувашской ССР, а к концу года его избирают первым секретарем Чувашского
экономике и культуре нашей республики. Ну, надо отметить, что, конечно, проблемы послевоенного периода, они были очень схожи и с другими регионами страны, но все-таки многие имели местный и региональный характер. Это было связано и с трудовыми ресурсами, и уровнем образованности, и более передовыми научными технологиями во всех сферах производства и жизни республики. Ну и, может быть, даже и географический фактор играет определенную роль. Поэтому надо было руководителям республики не только искать резервы внутри своей республики, но и заручиться поддержкой вышестоящих органов, включить их в решение проблем по республике. В 1957 году принимается решение об учреждении Совнархоза Чувашского экономического региона. В 1959 году принимается постановление Совета министров Российской Федерации о помощи в развитии, о помощи Чувашской республики, по оказанию помощи развитию хозяйства и культуры. Вот я считаю, что в последующем, конечно, много было и отраслевых на уровне Российской Федерации, союзных министерств решений, но эти вот два момента, Совнархоз и принятие в России специального постановления по развитию Чувашской республики, сыграли судьбоносную роль, осуществили практический перелом. Именно в те годы десятки предприятий промышленного назначения зародились вновь. Это не только Чебоксары, это Алатырь, Канаш, Шумерли. Именно в эти годы было обращено очень серьезное внимание развитию и созданию базы для науки. Именно в эти годы было много внимания уделено вопросам освоения более передовых технологий в сфере сельскохозяйственного производства. Стояла задача полностью электрифицировать республику, развивать специализацию животноводческой продукции в сельском хозяйстве, наукоемкие технологии во всех других сферах, укрепление материальной базы социальной инфраструктуры. Если взять в сфере науки, тогда именно зародился институт релестроения, научно-исследовательский институт релестроения, именно в те годы, когда Семен Мазевич Исаков был первым секретарем областного комитета партии. Именно тогда были открыты учебно-конституционные пункты Всесоюзного заочного политехнического института, учебно-конституционный пункт Московского энергетического института, учебно-конституционный пункт Московского кооперативного института. И именно тогда были предприняты меры и решены задачи по открытию Чувашского государственного университета. Вот эти все вузы в последующем стали настоящими кузницами кадров. И сегодня уже нет такой отрасли, где бы, и наверное, такого региона нет в стране, где бы не работали выпускники нашего государственного университета. Если коснуться вопросов социальной сферы, здравоохранения, то здесь можно часами говорить, как менялась охрана здоровья народа Чувашии эти годы. Я хочу назвать только несколько таких очень емких цифр. Вот обеспеченность койками населения республики на 10 тысяч населения в 1965 году 73,7, в 1980 116, в 90-м 140,6, 73 и 140 к концу 80-х годов. Обеспеченность врачами в 1965 году в 1913, в 70-м 16,5, а к 90-му году 38,2. Республиканская больница, первые корпуса, которые появились
1956 году, в последующие годы превратилась в настоящий центр высокоспециализированной медицинской помощи. Именно оттуда вся специализация доходила до центральных районных больниц. Укрупнение центральных районных больниц проходило именно в те годы. И решение вопросов высокотехнологической медицины, как в качестве примера МНТК микрохирургии глаза, это тоже 80-е годы. Что касается сферы образования, да, я еще хочу отметить, что вот именно в эти годы республика в Тульятском регионе имела самое высокое, первое место занимала по рождаемости населения на 1000 жителей и имела самую низкую смертность в Тульятском экономическом регионе. Общеобразовательные школы по году действия на 10 тысяч населения школьного возраста, детей школьного возраста, в 1970 году наша республика занимала первое место в России. Первое место. Это же главное место, это же передовые места сохраняло и в последующие годы. И уже в конце 80-х по-прежнему занималась в числе первой пятерки очень по вводу действий общеобразовательных школ. Ну и то же самое детские дошкольные заведения. Что касается изменений в сфере социального обеспечения в других отраслях, я хочу сказать только одно, что реализация законов о государственных пенсиях рабочим и служащим, это принято в 1956 году, и закона о пенсионном обслуживании членов колхоза в 1964 год, реализация этих законов и многих других касающихся ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, лиц преклонного возраста, пожилых людей. Все это проходило именно в те годы. Все эти годы они успешно притворялись в жизнь. Ну, два слова хочу сказать в отношении взаимоотношений Семена Матвеевича как руководителя с творческими союзами. Очень тесная была связь. Очень тесная связь. Что касается писательского корпуса, чувашских писателей, многие произведения Семен Матвеевич знал еще в рукописи. Очень близко воспринимал достижения художников, членов Союза художников, композиторов. Не было ни тематического, ни тематических, ни юбилейных выставок, мероприятий такого уровня, чтобы Семен Матвеевич не участвовал на этих выставках и не высказывал доброжелательном, хорошем, очень близком, очень дружелюбном тоне свою похвальную оценку и, может быть, какие-то пожелания. Именно тогда художники республики были обеспечены бесплатно соответствующими мастерскими. Я хочу поддержать те предложения, которые сегодня здесь звучат в отношении популяризации имени Семена Матвеевича в современных условиях. Вот уже сегодняшнее мероприятие в рамках мероприятия Государственного совета это уже популяризация. Это уже популяризация. Но в то же время я хочу высказать свои такие пожелания. Думаю, что руководители такого уровня, вот в истории нет у нас такого больше руководителя. Я не знаю, может быть, кто-то скажет, чтобы 30 лет первым руководителем был в республике из числа первых. Ну, были хорошие, замечательные, разные периоды истории. Но такой продолжительности времени, как Семен Матвеевич, не было, я не нашла. Поэтому я полагаю, что в учебниках по истории родного края этот период он должен быть как-то обозначен, и там имя Семена Матвеевича как-то должно прозвучать. С другой стороны, плюс к этому, я думаю, что разного рода тематические форумы, парламентские чтения, может быть, по-другому называется,
который проводится на разных уровнях представителями и органами республики, и местного самоуправления, и госсовета, вот, они как-то должны получить имя вот, Ищуковский. Вот. Почему Байдаровские чтения не проводят? Вот я как пример хочу. Вот, поскольку 17 лет своей жизни совершенствование законодательства было отдано, и руководство этой отрасли, этим направлением было отдано в жизни Семена Матвеевича Ищукова. Они должны как-то вот связываться с именем Семена Матвеевича Ищукова. Кроме того, я считаю, что вот городской общественный транспорт в последнее время очень хорошо воспринимается, когда те или иные остановки не просто объявляется остановка, но еще как дополнительное пояснение дается, почему названа эта остановка, почему так называется. Это население очень хорошо, по-моему, воспринимается и имеет свой такой воспитательный заряд. Я думаю, что там, где улица Семена Матвеевича, одна из остановок должна носить его имя, или хотя бы остановка улицы Ищукова. И дать небольшое пояснение. Два предложения, 3 предложения, которые говорят, это будет иметь определенный воспитательный заряд и дополнительное знание, кто же такой для подрастающего поколения. Хороший у нас есть проект и в Чувашском радио, местное радио, хороший проект сегодня, который ведет Ольга Тургай. Очень с удовольствием воспринимается этот проект. Идет взгляд в историю своей республики, какой-то ретроспективный взгляд, анализ, какие события происходили. Вот недавно, 7 февраля, это день рождения Семена Матвеевича, когда ему исполнилось 110 лет. Идет передача, что происходило сегодня. И очень куцо, значит, информируется население, что в этот день вот там-то, вот, в такой-то деревне родился видный государственный общественный деятель Семен Матвеевич Ищуков, проработавший 17 лет председателем Президиума Верховного Совета Чувашской Республики. И точка. Я не думаю, что Ольга Тургай игнорирует период его работы первым секретарем. Я так не думаю, нет. Я очень хорошо к ней отношусь. Но или она побоялась, или она испугалась чего-то. Или она постыдилась, что Семен Матвеевич Ищуков был первым секретарем обкома партии. В те давние времена, в рамках действующей тогда Конституции, партия была руководящим органом. И не надо этого стесняться, не надо этого бояться. Это история, и страницы истории невозможно переделать. Это факт, который состоялся, сложился, и в этот период он работал руководителем и всю свою энергию, силы, возможности тянул республику, тащил за собой коллективы и делал все возможное и невозможное для того, чтобы авторитет Чувашской республики был высок. Я полагаю, когда отмечаются даты первых лиц, руководителей такого уровня, надо чуть-чуть немножко пошире, потеплее и как-то, чтобы звучно это имя звучало несколько, не то что торжественно, но достойно. Я думаю, что Семен Матвеевич это заслужил. Его память народ хранит и будет хранить и дальше. Спасибо. Спасибо. Слово хочу представить Самутину Александру Петровичу, депутата Государственного Совета Чувашской Республики 2-го и 3-го созыва, председателя комитета Государственного Совета Чувашской Республики 3-го созыва по аграрной политике и экологии. Александр Петрович, пожалуйста. Уважаемые ветераны,
и участвующие в сегодняшнем круглом столе. И я думаю, вы со мной согласитесь, сегодня исторический момент для нашей республики, так как мы собрались отметить 110-летие, уважаемые граждане всей нашей республики Семена Отечественного. Про Семена Отечественного подробно остановился и Леонид Ильич в своем выступлении, и Раиса Ильинична, только пользуясь регламентом, на некоторых моментах тоже я хочу остановиться. Сегодня, я думаю, уважаемые ветераны, вы согласитесь, мы сегодня собрались здесь, которые в свое время плотную работали рядом с Семеном Отечественным. Вот если посмотреть в одну сторону, в правую сторону, это ветераны агропромышленного комплекса. А тот, в основном, которые работали в партийных органах Верховного Совета и Государственного Совета, они, мы, по-другому говоря, абсолютно хорошо знаем про его трудовую деятельность, его характер, его требования, отношения к людям, для нас очень они известны. Да, Семен Андреевич Исуков, он был настоящим нашим чувашским гражданином, который вот 30 лет руководил нашей любимой Чувашской республики. Вот в те годы, как уже тут вспомнили, действительно, республика стала скорее фундаментальной во всех сферах экономики. Но я, как живущий в сельской местности, хорошо помню, какие у нас фермы были, какая техника была, а по поводу камер, радиофикации, электрификации, это все для нас видно. Это все было при нас. Чтобы решить эти вопросы в целом экономическом секторе, во всех, нужны были люди кадры. Россия лично сказала, нельзя говорить, кадры решают все. Немало внимания было уделено кадровым вопросам и сельской местности. После войны, в действительности, руководителями колхозов, когда много колхозов было, потом совхозы появились, были участники войны. Участники войны, которые, конечно, имели огромный опыт, а образования не было. Были организованы кратковременные курсы, 6-месячные и так далее. И в итоге эти руководители именно поднимали нашу экономику, поднимали нашу сферу. Я хочу говорить, это потому, не зря говорят, кто историю ценит, у человека есть настоящее и будет будущее. Исходя из этого, мы, вот, ветераны агропромышленного комплекса, в основном тут и присоединились, вы сегодня, другие, работающие на государственных органах, отмечаем вот этот юбилей. Не зря Олег Алексеевич в своем послании Государственного Совета говорит, мы должны ценить людей, которые отдали республике сколько-то лет. Исходя из этого, мы вот обратились к Ильичу по поводу проведения данного мероприятия. Игорь Ильич, вам большое спасибо, что вы нас приняли, мы составили общую программу, и я думаю, вот сегодня присутствующие все, наверное, скажут нам, вам большое спасибо, что мы встретились, обговорили, обсудили, и вот какие-то предложения вносят, это я тоже думаю большой плюс. На эти примеры мы, ветераны, хотим именно воспитывать патриотическое воспитание молодежи. Это начиная с школ, учебных заведений и самим населением. Нам сегодня, как и всегда, вместе идет такая обстановка сложности. Когда мы будем вместе, для нас они всегда решимы. Я думаю, и в дальнейшем мы вместе с Государственным Советом, Леонид Ильич, вы нас понимаете, нас поддерживаете. Я думаю, и в дальнейшем будем проводить такие мероприятия. А у нас знатных людей, которые работали и работают в республике, немало. Вот в этом году исполнится 90 лет Валентина Алексеевича Агафонова. Вы и мы все знаем, сколько лет он дал республике. Потом, значит,
в Верховном Совете, в Государственной Думе. И до сих пор, вот сегодня я созвонился, Иван Дмитриевич сказал: вам большое спасибо, и всем ветеранам привет, и здоровья, дальнейших таких работ. В конце, что мне хочется сказать, уважаемые ветераны, вот мы последние годы, вот Дмитрий Ильич знает, мы всегда информируем, многие мемориальные доски открывали. Это прежде всего, кто работал в руководителе республики, начиная с Илья Павловича, Леонида Трофимовича, Ленина, Леонтьева, Шевченко, Жантаева. Вот эта работа вот как-то проводится в основном по нашей идее. Тут вот заслуга Петра Петровича и так далее. Я не говорю, что, значит, органы власти стороны остаются. Нет, они, значит, принимают участие. Но бы хотелось все-таки это на уровне органов власти тоже эта работа началась. Работа велась. Вот чтобы увековечить память Семена Васильевича Слепкова, Леонид Ильич, вы знаете, мы еще в 2020 году на конференции Союза ветеранов АПК приняли решение обратиться к Государственному Совету, и Олег Алексеевич Николаев только что приступил, значит, работать главой республики по Совету. Значит, нас поддержал, приняли решение, чтобы возводить памятник. Олег Алексеевич поддержал эти идеи, было дано поручение городу и другим исполнителям. Проект разработан, но все-таки по поводу финансирования вопросы у нас затянулись. И другой вопрос затянулся часто смена в последнее время городских властей. В итоге проект есть, сейчас вот согласительные работы. Мы бы очень надеялись, вот сегодня Раиса лично сказала, что вот где у нас в сквере Сукова, там появился памятник. Это будет память, история нашей республики. И для нас, нам не стыдно будет, что в наше время все-таки мы снялись на след. А я думаю, уважаемые ветераны, давайте быть всегда вместе. Когда мы вместе, трудности для нас не преодолимы. Когда нас, начиная власть Олега Алексеевича, Леонида Ильича, нас поддерживает, а мы должны быть всегда, нас называют мутаградников, и министры, и глава Леонид Ильич, мы помощники ваши. Поэтому в общем усилии, наверное, приняли все, мы с вами сделаем. Спасибо. Вы знаете, мы действительно все-таки организовали чуваши. Действительно, души. И вот, когда Аллеева, которая до научного царства берет, с него никогда не берешь, не будет постояниться. Он не смотрел наперед. По трассе уже когда днем и ночью двигались большие узлы. Воздух нужно было очищать. Строительство тракторного завода способствовало дальнейшему развитию города Чебоксары. Я считаю, этого человека, его можно сравнить с Яковом, его можно сравнить с Мещуном. Но человек, который ему даже можно памятник поставить только за то, что он сюда, грубо выражаясь, притащил Чебоксарский завод промышленности. Ведь можете представить, что сколько властей Советского Союза, 15 союзных республик, сколько автономных республик, и надо было обойти, надо было согласовать, и этот завод, промышленных тракторов, это как КАМАЗ, как Тольятти. Но вот не было бы этого завода, разве были такие Чебоксары? Нет. Помощь в открытии предприятия оказывал и Андрей Николаев. Они вместе с Ислюковым сделали все возможное, чтобы завод промышленных тракторов оказался в столице Чувашии. Семен Васильевич неустанно всегда повторял: комплексное строительство завода. Комплексное строительство завода. Еще раз повторяю, комплексное строительство завода. И они сделали таким образом, строили мы не только производственные корпуса. Вот когда я возвращался с тракторного завода, то до 30 кранов одновременно
не считая площадку завода, стояла в Новоюжном районе и строили то ли это жилье, то ли объекты соцкультуры, то ли дороги. Ну, даже взять один проспект тракторостроителей у нас чего стоит. За счет тракторного завода были построены 20 детских садов, 21 общежитие. За счет тракторного завода были построены в области медицины, медсанчасть тракторного завода. Она не должна была быть маленькой, пятиэтажной, потому что город по тем размерам не вписывался, или наоборот, медсанчасть тракторного не вписывалась в такой город. Но тем не менее мы пробили, сделали все, сделали 12-этажный, сделали поликлинику на 960 тысяч шекелей. Свою поликлинику на тракторном заводе. Тракторный завод построил дворец культуры тракторного завода и очистные сооружения, которыми мы пользуемся по сегодняшний день. Ведь Чебоксары стали, благодаря Семену Матвеевичу и всем руководителям, жемчужиной Поволжья. Ну, когда у кого не спросишь, а где Чебоксары? Как где? Между Нижним Новгородом и Казани. Вот определение города. Если бы эти руководители не привели, это все присутствует. Как у Михаила Петрова Чебоксары были бы, этими засеками так и остались. А благодаря этим руководителям, благодаря всего имеющим, которые сделали для того, чтобы, как говорится, это что. Ну, остальное надо, самое главное, что Семен Матвеевич отдает, это забота была о людях. Дорогие друзья, хочу слово представить Ивана Ивановича, почетному гражданину города Чебоксары, одному из руководителей завода промышленных тракторов, который является социальным блоком, но и активным участником и городских республиканских мероприятий на нынешнее время. Неугомонному заслуженнику города Чебоксары, Ивану Ивановичу. Дорогие товарищи, я постараюсь то, что там говорил, не говорить, а продолжить дальше. Вот если бы не Семен Матвеевич, ну не было бы такого, завода здесь, его, как я вам сказал, не притащили. Чебоксары-то ведь были бы другими. Вот взять, допустим, просвещение. Сделали, построили 10 школ, 20 детских садов, 2 техникума. И если бы не было тракторного, не было бы ЧГУ. Это подтвердил ректор ЧГУ, потому что это подписал Семен Матвеевич Шляков и министр тракторного сельхозмашиностроения Иван Федорович Синицын. Вы можете представить, что это такое? Энергетика. ТЭС-2, не было бы трактора, не было бы ТЭС-2. Потому что потом снесли все наши, извините за выражение, неплощадочные, где у нас были построены, извините, котельни. Дальше. Дворец тракторостроителей, красивейший на 1600 мест, как мы его пробивали, не будем, кажется, здесь рассказывать, у которого есть 2 зала, один на 400 мест, другой на 1200 мест, танцевальный зал на 252, спортивный зал и так далее. А вот сейчас нам надо подсуетиться, мы сделали там кадетскую школу, а теперь вот надо заложить там камень, Леонид Ильич. Не надо в этом году лезть туда, а на следующий год камень заложим, мы построим там, извините, парк Патриот. И будет красотища. Потому что я почему здесь выступаю? Я тоже ветеран этого агропромышленного комплекса, к ним вхожу, поэтому меня сюда и приглашили. Дороги уже мы сказали. Дальше. Магазины. Шубашкар, 2 магазина тракторных, хлебозавод тракторный, магазин, как говорится, баня тракторный, хлебозавод, о чем сказал, тоже тракторный. Медицина, о которой сказали. Вы представляете, сколько пришлось выпить водки коньяков, что тут можно рассказывать, чтобы добиться вместо 5 до 10, 12 дней. Ну, сделали. И как сейчас нам главный врач говорит, Иван Иванович, ошиблись, не хватает еще пару этажей. Сейчас понимаете, да? Вот про жилье. 21 общежитие построили.
30 малосемейных домов на 3000 мест. Эти выпускали, как эти, давали эти квартиры по решению завкома профсоюза. И вот меня заместили генерального директора по быту. А я заместитель генерального директора по быту, социальным вопросам и секретарем парткома был 22 года. Семен Матвеевича я знал с 1973 года. И Семен Матвеевич никуда не пошел потом делать операцию, и операцию его урологии сделали наш врач Геннадий Шилин. Ни в Москву не поехал, никуда. Он настолько любил тракторный завод, и который, когда мне задавал какие-то вопросы, всегда спрашивал. И что ему? Пионерский лагерь «Первый камень» кто построил? Опять тракторный завод. А он теперь является филиалом Артека. Вот мы говорим где-то. А когда его пригласят и скажут, мама, посмотри, что натворили. Ну да, кому это надо? Очные сооружения, водовод двух городов, дом быта АВАЗ, мост на проспекте Мира, это опять трактор. Реконструкция станции Чебоксары-2, это опять трактор. Дальше, сейчас я закончу. Дальше, базу Прометей. Ну, и когда Ерилин умер, главный инженер, Семен Матвеевич звонит мне и говорит, Иван Иванович, а что за такое? Ему до всего дела не было этому человеку. Звонит мне и говорит, Иван Иванович, почему Ерилин родился в Алатыре, а вы собрались хранить в Челябинске? Я говорю, семья так пожелала. Иван Иванович, запиши в свой негатив, что это ты натворил, что ты объяснительно и кто человека. Похоронили Ерилина в Челябинске, а жена и дочь, и внуки живут в Челябинске. Вот такой это был, мои дорогие человек. И я заканчиваю. Вот здесь правильно ты сказал. Тракторному заводу в одном году 50 лет. Мы должны город укатать таким образом, чтобы нам построили, извините за выражение, этот памятник. Конечно, вместе будем воевать за это, как бы так. Потому что этот человек в социалистической эпохе в Чебоксарах не было такого человека. Это мы можем сравнить Яковлева, там, но не было такого человека, как этот человек, как Семен Матвеевич. И когда даже вот Росинский знает, вдруг Семен Матвеевич звонит и говорит, Иван Иванович, добрый день, я говорю, добрый день. А ты чего разозлился на эту улицу, проспект 9 лет? Чего ты против нее бунтуешь? Переименовать ее надо улицу тракторостроителя. Я говорю, Семен Матвеевич, ну у нас есть, у нашей улицы есть тракторостроитель. Семен Матвеевич, она неправильно названа. Ее надо улицу строить, ее надо звать. И я считаю, очень здорово, Леонид Ильич, что мы ее назвали, вопреки всем. Как они у нас называются? Либористы, ну и прочее такое. Либералы. Короче, а мы ее взяли и назвали улица Ленинского комсомола. О! Красотища! А дальше, извини за выражение, когда вот начали говорить, я говорю, Семен Матвеевич, а улицу, почему я воюю за улицу? Это Ерилин предложил. За то, что на тракторостроитель. На заводе работает 100 специальностей. Один токарь, фрезеровщик, сварщик, водитель, повар, но нам одно название – тракторостроитель. Он говорит, согласен. Спасибо Раисе Ильиничне, что помогла, кажется, нам, и мы назвали, и можете представить, Калининский район. Ленинский начинается с улицы 9 Пятилетки, а Ленинский район до проспекта, до Гаиного Чебоксарска, извините за выражение, называет проспект тракторостроитель. Ну и заканчивая, хочу сказать, про памятник сказал. И вот этому человеку было до всего дела. И вот давайте сейчас вспомним. По-моему, 23 году нам присвоили звание город трудовой области, да? 22. Ну вот не было бы этого человека во время войны. Не было бы здесь Харькова завода. Какой бы наш город был трудовой доблести? Потому что ни один танк, а вот я на танковом заводе работал, можно говорить, на Ураловом заводе, там 12 лет. Не было бы корпоратного завода, не было бы танков, не было самолетов. И вот сейчас, когда воюют наши ребята
танки Т-72. Сейчас уже тоже можно говорить. А чем бы воевали на Украине? Поэтому этот человек, ну, вы знаете, вот для меня, я его знал больше 25 лет, для меня он был как отец. Отношение к нему такое, вот вы представляете, по доброте, и что бы он ни просил, чтобы я должен был сделать на тракторном заводе, я Семен Матвеевич всегда делал, с удовольствием. И рад еще тому, что здесь тоже вот стоит моя сватья Людмила Александровна. Мы с ней часто Семена Матвеевича вспоминаем, потому что ее дочь и мой сын, они породнились и поженились. Но это же здорово, когда и здесь правильно сделали о том, что, как говорится, так, за этого человека надо нам воевать, и на этом примере, когда закончится война, делать не надо бегать в Казахстан, не надо в Грузию бегать, Родину защищать надо. Как мой прадед, участник русско-турецкой войны в 1877-78 году, сподобили меня сейчас писать книгу про него. Ну и про Семена Матвеевича, конечно, обязательно напишу. Скажите, пожалуйста, а с кем надо воевать в отношении установления памятника Семену Матвеевичу и зачем воевать? Нет, ну я я образно тебе выразился. Человеку, даже Митрофану, управляющий делами Совета Министров Чувашской ССР, Митрофан Православный. Сколько лет мы с ним проработали, тоже воевали. Дорогие товарищи, Семен Матвеевич, конечно, говорит очень сложно. По его трудовой деятельности то, что он делал за 30 лет работы первым лицом, не только за 30 лет, когда уже был до пенсии, все крупные серьезные вопросы без его одобрения, без его согласия не делались. Все время к нему обращались. Для того, чтобы решать вот эти вопросы, о чем сегодня говорили, сколько надо было писать писем за 3 подписями. Первый подпись ставил первый секретарь, второй председатель Третьего Верховного Совета, третий председатель Совета Министров. Из-за уважения Семену Матвеевичу сначала подписывали председатель Совета Министров, первый секретарь Пола, только потом подписывал Семен Матвеевич Исаков. И вот когда эти письма читаешь, идешь на подпись Семену Матвеевичу, вот где-нибудь, что-нибудь, или слово добавить, или слово убавить. Вот сидят товарищи, которые знают, махают, это было так. Такое уважение было к нему, Семену Матвеевичу. Семен Матвеевич был очень прозорливый, он далеко смотрел вперед. Когда его назначили председателем Совета Министров, он взялся за электрификацию республики. Когда построили несколько высоковольтных линий, республику включили в единую энергетическую систему Европы в СССР. И тогда подошло время строить несколько крупных, средних, мелких предприятий. Раиса Ильинична сказала, значит, будучи первым секретарем, видимо, они с бывшим председателем Совета Министров Полянским дружили, он добился постановления правительства России о мерах помощи нашей республике. Вот мы говорили тракторный завод, правильно говорим о тракторном заводе. Вот после принятия этого постановления с выделением капитальных вложений, надо подчеркивать, были построены Зеим, Чувашкадр, Кирсик-Симаш, Чулочно-трикотажную фабрику, электроавтомат, Электрибол, фабрика музык-инструментов, бумажная фабрика, канаши, лакокраска, пластмассовых изделий, электропогрузчик, мясокомбинат, Чебоксар-Шумель-Гундар. Это размер. Просто как делается? Это за короткое время они построили и
многие эти заводы сегодня работают. Конечно, Семен Матвеевич не один работал. У него была команда единомышленников. Ярлаков, Зайцев Михаил Васильевич, Прокопьев Илья Павлович, Прокопьев Илья Прокопьевич, Чичикин Петр Андреевич, Левин Петр Алексеевич. Заводы просто так не строились. Строители какие были. Николай Георгиевич Николаевич, Ящук Владимир Егорович, Петришный, управляющий креслами, Гурин, значит, Андребаев, ну и так далее. Я многих знаю, потому что я тогда сам работал в Сахаринском. Поэтому деятельность Семена Матвеевича очень многократна. Значит, он был очень интересный человек. Вот сейчас я не знаю, что делает или не делает. Он вникал в культуру, ходил в театры, не только сам ходил, всех членов бюро куда приглашал. Ну, они не могли, раз пошел первый секретарь, раз председатель Криченко, значит, они сами тоже ходили. Даже русские по-чувашски не понимали, чувашский театр хотели. Понимаете? Семен Матвеевич, вот по открытию университета, тоже это себе сказал. Бывший министр высшего образования Юрюкин возражал открытию университета. Семен Матвеевич обратился к Брежневу. Значит, ВСК прислали комиссию проверить возможность открытия университета в Чебоксарах. Проверили и поехали, доложили, что мы же благодаря, конечно, Семену Матвеевичу университет открыли. Значит, Семен Матвеевич очень был простым, доступным. С ними очень было интересно разговаривать. Он очень мало говорил, настолько говорил точно, не надо, и он никогда не повторил свое высказывание. Так медленно, тихо скажет, и больше ничего не надо делать. Всем стало все понятно. Поэтому очень Матвеевич правильно сказали, говорить надо. Ну, два слова памятника. Первый раз мы с Иваном Петром Васильевичем пошли к бывшему руководителю администрации Васильеву. Сказал, все, вот вы около высотного здания на заливе место наемно. Деньги будут сразу, с первого раза. Изменилась власть, пришли другие люди, памятник загнали и строительство прекратилось. После этого Александр Петрович Самылкин каждый год по несколько раз по кабинету чиновникам ходил. Помогите. Посадили на город. Город говорит, а почему город? Он в городе мало работал, он работал 30 лет, первый лицо. Почему кабинет министров не делает? Вот тяжба идет до сих пор. И только с приходом Доброходова, нового главы, сколько раз Александр Петрович был у Стивена, у других. Вот Александр Доброходов сказал, хорошо. Первый, после его прихода в этом году деньги выделены. Будем царственно заниматься памятником. Памятник не только нам с вами нужен, памятник нашим внукам, памятник истории Чувашии нужен. Чтобы когда-нибудь кто-нибудь приведет туристов в памятник Вишнякова, скажет, вот этот человек, который родился при советской власти, при Советском Союзе, столько дел сделал, сколько, наверное, сейчас не делают. И действительно, сколько они сделали с наших космонавтов дел, наверное, больше уже никто никогда не сделает. Спасибо. Который надо старше Исенкова, а Семен Матвеевич становится председателем президиума Верховного
Надо же секретарь. Секретарь. Вот. Она даже не надо секретарь. Она просто назад, прыгает, выйдет. Она секретарь записывает. Вот. Вот. Семен Маркевич. Секретарем не надо. Матный язык. Вроновский. Выглядно умно. Плохо заниматься на Маркевич. И там рано был засыпан. Был делать рядом ощущение ума. А Вроновский республика Калабр выживет. Калабр без республики, например, шагнет секретарь занимался. Вы же писали, там содержание не пели. Но секретарь заметил, если вы понимаете. Вот. И именно видишь, что это делает. Но вы говорите сама, тогда нет. Слово хотим представить Валерию Алексеевичу Алексееву, депутату Верховного Совета Чувашской ССР 9, 10 и 11 созыва, члену Президиума Верховного Совета Чувашской ССР 10 созыва. Спасибо. Вот учитель. Ну, конечно, конечно. Давай без микрофона. Уважаемый Дмитрий Ильич, замечательно, что наши встречи находятся в вашей культуре. Александр Петрович, это непосредственно организатор нашего мероприятия. Уважаемые товарищи академики, я рад, мне повезло, что молодые годы, в течение 5 лет, в 80-85 годах я был членом Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, председателем которого тогда работал Семен Матвеевич Исlikov. Президиум под его руководством между сессиями Верховного Совета выполнял функции этого высшего органа власти. Государственной власти нашей республики рассматривал важнейшие вопросы хозяйственного и социально-культурного строительства, исполнение законов, рассматривал отчеты отдельных министерств и ведомств, местных советов народных депутатов. То есть деятельность Президиума Верховного Совета, она была многогранной, многоплановой, требовала разносторонних знаний, опыта и государственной будущей. И все это было у Семена Матвеевича Исlikова. В течение 17 лет, вот раз он был председателем Президиума Верховного Совета. А до этого, как Леонид Ильич уже говорили, он ведь в течение 12 лет был первым секретарем обкома партии. В 1955-1958 годах. И спорил даже с товарищем Хрущевым. Да. Что и пострадал потом. Ага. Вот я потом еще, может быть, попрошу вас. Вот. А тогда, как известно, партия была руководящей и направляющей силой. Иван Иванович были секретарем обкома тракторного завода. Этим сказано все. Он отвечал за все, что делалось и не делалось в республике.
даже меня, извини, однажды спросил, когда Ваня, знаменитый в газете «Литературная» напечатала, он мне задает вопрос и говорит: Иван, а вы где были? Я говорю: ну, разумом заводе. Литературной газете, это была статья. Не мылся, значит. Не мылся. И вот наряду с должностью председателя президиума обком партии попросил Семена Матвеевича, но об этом сегодня пока не было сказано, возглавить республиканский штаб Александра Петровича по борьбе с эрозией почвы, как авторитетного человека, авторитетного руководителя. У другого это не получилось, а у него получилось на общественных началах. Общественно. И вот тогда, в те годы, в 70-х, в начале 80-х, по республике были посажены тысячи, а может сотни тысяч, а может быть и миллионы деревьев и кустарников. Многие они пошли, и сегодня они стоят как памятник этому выдающемуся государственному деятелю. Да, теперь целые поля И также, если велась работа, большая работа по внесению оврагов, построено множество водоемов для полива сельского-хозяйственных культур. И набирали темпы мелиоративной работы. По заслугам и почет Семена Матвеевича знала и уважала вся наша республика. Старшее поколение, вот как мы сегодня с вами, помнит его и сейчас, и до сих пор. Но надо сделать так, чтобы его знали и помнили среднее и молодое поколение. Работа эта уже началась, как сегодня было сказано, улица названа его именем. Пользуется большим заслуженным авторитетом перед трудящимся республики. Семен Матвеевич, он в памяти людей нашего поколения. Мы его знали как выдающегося деятеля партийной, государственной и общественной жизни. Где бы он ни работал, кем бы он ни был, он остался уважаемым человеком народа нашей республики. Его знали не только в нашей Чувашской республике, его знали и во всех соседних республиках, с уважением относились к нему. И взаимно Семен Матвеевич сам всегда старался бывать в соседних республиках и областях. Я благодарен судьбе, что мне пришлось работать в те годы, когда Семен Матвеевич возглавлял партийную организацию республики. Дорогие друзья, наверное, действительно, Семен Матвеевич после этих мероприятий новые страницы открываются. Каждому есть что сказать, каждому есть что дополнить. Легендарная личность, многогранная личность, личность, которая заслуживает всяческого уважения, всяческого почтения. И, наверное, здесь все говорили, и остановка, и памятник, это уместно.
И история родного края обязательно должна быть имена наших выдающихся личностей, и Семена Матвеевича, и других. А мы должны еще раз вот эти мероприятия проводить, и у каждого, кто здесь присутствует, а кто, кого нет с нами, вот эти и юбилейные даты, и круглые даты мы должны провести вместе, и должны их, наверное, писать книгу с золотыми буквами из истории Чувашской России. Дорогие друзья, вот за этим стали там чаепитие, чай попить. Давайте, кто-то не высказался, можно там высказаться в ходе чаепития. Согласны? Согласны. Давайте соседний зал перейдем.